В эти дни в Цхинвале проходит ряд памятных мероприятий, одним из которых стала акция «Мой флаг, моя гордость». На Театральной площади 19 сентября состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Южной Осетии. Празднование прошло с участием руководства республики, представителей общественности, гостей из России и дружественных стран. Республика отметила День государственного флага. Главная площадь столицы окрасилась в цвета национального триколора. Почетный караул пронес флаг по площади. Гостям и членам правительства были розданы небольшие копии государственного символа. В мероприятиях, посвященных Дню флага, приняла участие делегация Абхазии во главе с премьер-министром Владимиром Делба. На мероприятии также прибыла и делегация Народного собрания парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил жителей республики с Днем флага. На первом международном экономическом форуме Южная Осетия «Горизонты инвестиций» представлены деловые площадки для поиска новых точек роста, развития внешнеэкономической деятельности республики и обсуждения возможностей повышения инвестиционной привлекательности. В форуме принимают участие делегации Абхазии, Республики Сербской и регионов России, представители крупнейших российских компаний и федеральных органов власти. Мы приняли участие в ряде дискуссий, в рамках которых нам удалось обменяться опытом, мнением в вопросах построения социально ориентированного государства, экономически привлекательного государства, государства, в котором ключевыми ориентирами являются поддержка национального предпринимателя, развитие национальной идеи роста экономического благосостояния страны. Конечно, такие вопросы идут бок о бок с тематикой правовой безопасности, построения правового государства, демократические основы и институты современного осетинского государства благоволят этому процессу. Мы думаем и уверены в том, что те начинания, те светлые идеи, которые возникают на полях этого форума, найдут свое практическое применение. К примеру, буквально вчера состоялась дискуссия между премьер-министром Республики Южная Осетия и премьер-министром Республики Абхазия. Есть абсолютно конкретные договоренности, идеи развития экономического потенциала, правовой основы защиты национального предпринимателя, инвестора. Фактически происходит презентация и обмен опытом огромного потенциала. Уже есть положительные итоги деятельности форума. Ведется проработка вопросов взаимодействия с иностранными инвесторами, с поставщиками оборудования. Площадка показывает себя как возможность заявить на весь мир о том, что у Республики Южная Осетия есть большой, еще не раскрытый экономический потенциал. Мы, безусловно, поддерживаем наших коллег во всех начинаниях. У нас во многом схожая ситуация. И опыт Южной Осетии в проведении этого мероприятия будет, безусловно, очень полезен абхазской стороне. В рамках Международного экономического форума презентовали банкноту номиналом в 100 заринов. Указом президента Южной Осетии Алана Гаглоева медалью в ознаменовании 35-летия Республики Южная Осетия за вклад в развитие сотрудничества международными награжден председатель Банка Абхазии Беслан Барателия. Сегодняшняя банкнота, она первая, представляет особую ценность. Я хочу пожелать народу Южной Осетии успеха в этом процессе, Осетинскому банку большой плодотворной работы, потому что просто выпустить банкноту недостаточно. Дальше предстоит большая колоссальная работа по ее популяризации, по ее распространению по всему миру. И мы, как друзья, как братья, как братские народы, конечно, будем оказывать всяческое содействие. Я, как руководитель Банка Абхазии, обещал, используя все свои связи, знания, опыт, потому что за нами, так скажем, путь пройденный в 7 лет, и очень много ошибок было сделано, недочетов. Все-таки первый блин комом нужно прокладывать эту дорогу. Осетинам в этом смысле будет проще, потому что есть уже тропинка, по которой нужно просто идти.
И мы будем, конечно, помогать и сотрудничать в дальнейшем. К своему 35-летию Южная Осетия вступает в новую эру. После многих лет восстановления экономика республики начинает переходить в новую фазу развития. Сегодня республика уверенно смотрит в будущее, создавая экономику, способную расти, привлекать инвестиции и быть открытой для мира. Международный экономический форум в Цхинвале станет символом этого перехода. Кунда Шоуа, Роберт Джопуа, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.